Ахадара ялахуа визцәа, ныҟәарақәа, ҳаиқәшәарақәа, есымша бзиатәызаат, зегьы ишәанасшьоит агәамч агәабзиара. Иахьа ҳаизара зызку, зегьы шыжәдыруа еиԥшы, араион Ахадара фымз рыҩныҵҟа ируз, иҟарҵаз аусқәа, иахьатәи ҳамоу ҳапроблемақәа, уаҵәтәи ҳԥеиԥш изҳәаз еиԥшы, еиуеиԥшым азҵаарақәа атәы ишьҭыххон. Убри аҟынтәи абра иахьа иаҳзааиз азҵаара змоу, ажәалагала змоу дарбанзаалакгьы ихы ҳаирбар, ажәа иаҳҭоит, ииҳәо азҵаара иазыӡырҩны аҭак ҟаҵатәхоит. Уажәы иаҳзааиз ҳаиҳабыра аусура иазыхиоуп, ҳаргьы ҳазыхҩазар ҳалагап иахьатәи ҳаизара амҩаԥгара. Ажәа иаҳҭап Очамчыра район Ахада Ислам Владимир Ипа. Уважаемый Аслан Георгиевич, уважаемый премьер-министр, уважаемые коллеги, хочу представить вам отчет о проделанной работе администрации Очамчирского района за первое полугодие 2023 года. Доходная часть бюджета Очамчирского района за первое полугодие 2023 года при плане 126 миллионов 210 тысяч рублей выполнена на 42 миллиона 677 тысяч рублей, что составляет 33,8%. Это на 83 миллиона 523 тысячи рублей меньше ожидаемого. Неисполнение бюджета Очамчирского района по доходам первого полугодия обусловлено отсутствием сырья, производственной хамсы у 6 рыбоперерабатывающих предприятий. Это ООО «Хамса», ООО «Абхазпром», ООО «Блэк Си Фиш», ООО «Псыцбатыбек», ООО «Сухумское рыболовецкое хозяйство» и ООО «Денис». За отчетный период получена дотация республиканского бюджета в сумме 18 миллионов 467 тысяч рублей и в сумме 1 миллион 830 тысяч рублей на проведение юбилейной даты победы Великой Отечественной войны Абхазии 1992-1993 года. Субсидии в сумме 68 миллионов 737 тысяч рублей. На выплату заработной платы работникам образования, здравоохранения и культуры финансовая помощь из средств резервного фонда президента 1 миллион 150 тысяч рублей. Расходная часть бюджета. Остаток средств на начало года 27 миллионов 208 тысяч рублей. Полученные дотации и субсидии и средства местного бюджета были направлены на расходы бюджетной сферы Очамчирского района. На социальную экономику 2 миллиона 130 тысяч рублей. На образование 72 миллиона 163 тысячи рублей. На культуру и искусство 9 миллионов 767 тысяч рублей. Здравоохранение 14 миллионов 401 тысяча рублей. Физкультуру и спорт и молодежную политику 2 миллиона 799 тысяч рублей. Социальную политику 2 миллиона 349 тысяч рублей. Общегосударственные вопросы 20 миллионов. Жилищно-коммунальное хозяйство первого полугодия израсходовано 20 миллионов 237 тысяч рублей. Чистый город 1 миллион 629 тысяч рублей. МУП Горстрой 8 миллионов 948 тысяч рублей. На работы по текущему ремонту наружного освещения улица Габлия направлено 344 тысячи рублей. На ремонт проселочных автодорог 509 тысяч рублей. На приобретение спецтехники и оборудования для коммунальных служб выделено 5 миллионов 7 тысяч рублей. Энергетика. За 6 месяцев 2023 года за пользование электроэнергией всего по физическим и юридическим лицам начислено 142 миллиона 23 тысячи рублей. Оплачено 14 миллионов 226 тысяч рублей, что составляет 10%. Общая задолженность составляет 127 миллионов 796 тысяч рублей. За аналогичный период 2022 года задолженность составляла 138 201 тысяча рублей, 138 миллионов 201 тысяча рублей. В том числе по физлицам 131 миллион 391 тысяча рублей. Оплачено 7 миллионов 379 тысяч рублей, что составляло 5,6%. Задолженность 124 миллиона 11 тысяч рублей. По юрлицам начислено 10 миллионов 631 тысяча рублей. Оплачено 6 миллионов 846 тысяч рублей, что составляет 64,4%. Задолженность 3 миллиона 785 тысяч рублей. Численность населения 25 994 человека. Городское население 5 332 человека. Сельское население 20 662 человека.
Численность экономически активного населения района по состоянию на 01.07.23 года составляет 2440 человек. Среднесписочная заработная плата работающих по состоянию на 01.07.23 составляет 14 023 рубля. Задолженности по заработной плате у работников госучреждений нет. Средняя заработная плата врачей составляет 25 148 рублей. Рост в цифрах 8 193 рубля. Заработная плата среднего медперсонала 19 404 рубля. Рост 9 176 рублей. Заработная плата младшего медперсонала 19 311 рублей. Рост 6 276 рублей. Средняя заработная плата учителей составляет 20 352 рубля. Рост 4 566 рублей. Всего трудоспособного населения 15 400 человек. Из них работников бюджетной сферы 1250 человек. Социальная сфера. Пенсионеров всего 36 категорий, 8645 человек. Из них получающих российскую пенсию 3065 человек, абхазскую пенсию 5580 человек. За последние 2 года увеличена абхазская пенсия 10 категориям пенсионерам. Среднемесячная абхазская пенсия для лиц, не получающих российскую пенсию, составляет 3000 рублей. Среднемесячная российская пенсия 10 тысяч рублей. Количество школьных учреждений 26, количество дошкольных 1. Количество учителей 470 человек. В этом году школу закончили 194 выпускника. На отлично завершили 16 учеников. Количество медучреждений: ЦРБ 1, ФАПов 26, СЭС 1. Количество врачей в ЦРБ 22 человека. Средний медперсонал 65 человек. Из средств местного бюджета и средств резервного фонда главы администрации на ремонт жилья, домов и лечение жителей районов было выделено 3 603 000 рублей. Из средств резервного фонда президента и кабинета министров 1 150 000 рублей, в том числе на ликвидацию последствий наводнения частного сектора 900 000 рублей, это по этому году. На восстановление жилья после пожара 250 000 рублей. Проведенные работы: дороги, город Очамчира, ямочный ремонт внутригородских дорог, устройство 3 парковок для автомашин, устройство лежачих полицейских на общую сумму 3 миллиона рублей. Дотация из республиканского бюджета. Ремонт водопроводной и канализационной системы. Подключение многоквартирного дома по улице Квартава. Замена водопроводной трубы на сумму 1 162 000 рублей. Местный бюджет. Устройство водоснабжения и водоотведения на сумму 5 900 000 рублей. Это село Кутол, поселок Томыш, скважина на 10 семей, 600 000 рублей. При необходимости проложить 900 метров труб. Село Кутол, поселок Томыш, подготовлена скважина на 12 семей. Необходимо проложить 1 километр труб. Сумма составляет 900 000 рублей. Село Тхина, поселок Азюбжара, 2,1 километров труб на 1 400 000 рублей. Село Моква, 2 километра труб, очистка ливневых стоков по улице Леона Ежба, 2,5 километра, 3 миллиона рублей. Ремонтно-строительные работы были проведены. Помещение Очамчирской ЦРБ на 2 127 000 рублей. Помещение первого этажа корпуса администрации. Благоустроительные работы на 15 192 000 рублей. Строительство тренажерной площадки, с установкой спортивного инвентаря 2 миллиона рублей, посадка пальмовой аллеи с устройством питьевого фонтанчика, укладка брусчатки на тротуары на набережной стадиона до бывшей погранзаставы, укладка брусчатки на набережной от площади Конституции до кафе «Волна». Из средств республиканского бюджета резервного фонда президента и кабинета министров осуществлено строительство и ремонт памятников Великой Отечественной войны в селах, районах на сумму 1 830 000 рублей. Село Миркула 1 581 000 рублей. Село Члов 2 миллиона рублей. Село Адзюбжа 248 000 рублей. В селе Члов заменены кровля на сумму 20 миллионов рублей. Входит здание сельского дома культуры 7 330 000 рублей. Здание школы 7 800 000 рублей. Здание администрации 5 620 000 рублей. На строительство и ремонт зданий и помещений ФАП в селах Азюбжа, Кутол и Паквач было выделено 8 миллионов рублей. В селах Кутол и Паквач ФАПы задействованы. В селах Азюбжа работы продолжаются.
В селе Лаброво восстановлено 2 моста на сумму 8 миллионов рублей. Необходим ремонт еще одного моста. В рамках финансирования инвестиционной программы 2023-2025 года в районе будет реализовано 4 мероприятия в сумме 97 миллионов 705 тысяч рублей. Это капитальный ремонт системы водоснабжения в городе Очамчира на сумму 16 миллионов 168 тысяч рублей, реализация которого предусмотрена в 2023 году. Профинансировано из них уже 4 миллиона 709 тысяч рублей. На 2024-2025 годы предусмотрена реализация следующих мероприятий. Водоснабжение село Атара на 20 миллионов рублей, 2025 год. Внутригородские дороги Очамчира, первый этап на сумму 11 миллионов 536 тысяч рублей. Внутригородские дороги Очамчира, второй этап на сумму 50 миллионов рублей, 2025 год. План по сбору налогов, собственно, доходная часть, насколько выполнено все? 33%. Это обусловлено чем? Такой низкий показатель. Бюджетообразующими организациями у нас являются рыболовецкие хозяйства в связи с отсутствием сырья. Понятно. А форма собственности этих хозяйств? Общество с ограниченной ответственностью. Форма собственности – это государственное предприятие? Частные. Частное предприятие. То есть ваш бюджет, доходная часть бюджета Очамчирского района формирует частное предприятие. Так, да? Об этом жители знают? Безусловно. Знают, да. Это о роли, которую может частный бизнес играть в экономике в целом. А государственное предприятие какой процент бюджета формирует? Он у нас минимален, фактически на долю государственных организаций у нас приходится порядка 10% ввиду того, что в основном все организации у нас являются убыточными. Все убыточными организациями являются муниципальные государственные предприятия, да? То есть проблема у нас в этом, да, государственные предприятия у нас убыточные, работают неэффективно. Это, бесславно, проблема не только Очамчирского района, это проблема вообще в целом по стране такая. Государство помогает Очамчирскому району в виде субсидий и Дотации. дотации. Да, И помогает. плановые показатели выполнены, да? В обязательном В порядке. обязательном порядке. Да, Всем давайте. известный объект в Тамышах, Золотое Руно. Сколько человек там который- работает? Там, вот по моим данным, сегодня там работает 68 человек. В основном это все местное население, которое там работает. Заработная плата рабочих составляет в среднем 32 тысячи рублей. Вот пример Сегодня- занятости, правильно, да? Да. Это только те, которые работают на самом объекте. Какое-то количество людей тоже привязаны к этому Привязаны объекту. таксисты, кафе пооткрывали, домашняя кухня вокруг. Также сейчас новый объект, Черноморская жемчужина. Сколько человек там планируется? Там, по-моему, не все еще Планируется работают. больше 100, но у них пока загруженность неполная. Вот на сегодняшний день 50 человек работает. Тоже в основном все это местные жители. Но сегодня вот на данный момент отдыхает 161 человек, должно 600. Ну, они только еще пока раскачиваются, не доделали. Ремонтными работами. Пока мы не будем развивать частный бизнес, здесь в районе разрыв будет еще больше, провалов будет больше, потому что государство не может вести эффективную хозяйственную работу. Это не функция государства, это функция частного бизнеса. Таково устройство экономическое. И наша с вами задача сделать так, чтобы экономически активное население, количество активного населения экономически росло. 30 лет прошло, как закончилась война. Великая Отечественная война закончилась в 1945 году, а в 1957 году Советский Союз запустил искусственный спутник Земли. А в 1961 году, через 16 лет после войны, Юрий Гагарин покорил космос. Так восстанавливали разрушенную страну. А мы это сделать до сих пор не смогли. В силу известной степени до 2008 года объективных причин и субъективных причин тоже. И в большей степени в последнее время все это субъективные причины. Сколько школ было построено, дорог, театров, кинотеатров, стадионов, исходя из собственных возможностей. Как долго мы будем ходить с протянутой рукой? Об этом надо думать всем руководителям. Почему я говорю на эту тему? Потому что была предложена программа развития туризма как ключевой отрасли нашей экономики. Туризм является ключевой отраслью на самом деле. И его надо развивать. Это нам понятно и по духу близкое направление деятельности. За туризмом пойдет развитие сельского хозяйства, за туризмом пойдет развитие села, соответственно, сохранение нашей культуры, нашей традиции. За этим пойдет развитие транспорта, логистических возможностей страны. Мы можем
жить по-другому. У нас есть программа, мы сталкиваемся с серьезным сопротивлением небольшого количества людей, но громко и красиво говорящих. Правда, то, что они говорят, не соответствует действительности. То, что они говорят, является речью на грани фола. Они вышли далеко за рамки экономики и говорят о вещах, которые вредят нашему государству. Конечно, легко говорить, ни за что не отвечая. А нам, руководителям района, республики, депутатам, ответственным людям, необходимо решать конкретные вопросы. Сегодня, сейчас и здесь. Сегодня нужно лечить больных людей. Сегодня нужно давать качественное образование. Сегодня нужно защищать свою страну подготовленными вооруженными силами. Сегодня нужно, чтобы призыв вооруженные силы выполнялся, чтобы наши солдаты жили в нормальных условиях, нормально питались, и чтобы у них было достойное обмундирование, вооружение и техника. Это никто не хочет из них видеть, из тех, кто нам оппонирует. Развитие отраслей экономики, таких как туризм, и в связи с этим принятие закона о правовом статусе апарт-отеля являются важнейшей вещью. То, о чем говорят, с какими рисками мы можем столкнуться, с какими проблемами. Если эти вещи, возможные риски, не заложить на стадии принятия закона, да, они могут остаться рисками. Но те, кто готовил проект этого законопроекта, группа специалистов, этим занимались давно, там заложены все эти нормы. Ключевые вещи заложены в этом законе. Речь идет о том, что тот, кто будет приобретать эту коммерческую недвижимость, он не будет получать политические права, гражданство. Эта программа носит ограниченный характер, то есть лимитированный характер. Приобретать эту недвижимость коммерческую не имеют права люди, которые не согласны с существованием абхазского государства, которые вели вооруженную или невооруженную борьбу против нашего государства. Люди, которые приобретут эту коммерческую недвижимость, не имеют политических, гражданских прав, они не могут считаться населением Республики Абхазия. Соответственно, никакой демографической угрозы они не несут. Когда проводят параллели о том, что идет колонизация Абхазии, имея в виду то, что происходило в советское время со стороны Грузии, и как они говорят, наши некоторые общественные деятели, с двух сторон, это две разные вещи. Те люди, которые проживали в Абхазии, не признавали существование абхазского государства, но имели такие же политические права. Такую ошибку мы допускать не собираемся. Но это нужно нам с вами развивать экономику. Сегодня мы были только что по набережной. Сколько лет в Очимчире не велся ремонт набережной? Последний раз 10 квадратных метров набережной в Очимчире когда было уложено? Можете мне рассказать? Очимчирцы, когда это было? Про Сергея Васильевича Багапши, если я помню, да? Не тогда, когда он был президентом, а когда он был первым секретарем райкома партии. Это 40 лет тому назад. Но эта набережная должна быть приведена в порядок? Должна быть. За счет каких возможностей? Если бюджет провален. Стадион Очимчирский. Это не просто поле, где играют в футбол. Это место, вот как раз-таки стадион Очимчирский, я ввел бы в список памятников историко-культурного наследия и спортивного наследия, потому что на Очимчирском стадионе начинали играть выдающиеся абхазские советские футболисты. Это не просто спортивная площадка. Построили к чемпионату мира в России в Саранске там стадионы, и у них не было таких игроков, как Виталик Дороселя, Князь Дзяпшипа, Ахра, Свейба и так далее. Но оно на что похож стадион? Так должно быть, в Очимчире такой должен быть стадион. Я почему об этом и говорю? Я рассчитываю на вашу поддержку. Потому что вот эта дискуссия, которая идет, должна закончиться. Дискуссия это нормально, когда идет в паровой форме. Принятием соответствующих законов, которые дадут возможность для нашего развития. Я один на эту тему больше всех говорю. Потому что так уже получилось, президентская страна, президент за все отвечает. И это нормально, когда люди приходят к нам, просят помощи. Ненормально то, что мы им помочь не можем, Беслан. Неоткуда взять. В застывшем все состоянии. Мы не смогли выйти на тот уровень, который был в советское время, хотя бы по цитрусовым. Зная, что это ликвидная продукция, зная, что конкуренции в этом плане нет, мы это не смогли сделать. Потому что у нас нет денег, чтобы вложить эти деньги в сельское хозяйство. Банковская система наша не может предоставить такого рода ресурсы, как дешевые кредиты. Замкнутый круг.
До тех пор, пока наша экономика будет закрытой, будет так. Но мы параллельно, открывая экономики, даем условия для того, чтобы наш бизнес себя чувствовал тоже комфортно. Это будет работать на наш бизнес. И еще одна сложнейшая проблема, о которой мы не говорим четко, Беслан, это надо говорить акцентированно, потому что в корне наших проблем именно вот эта проблема. 15 тысяч трудоспособного населения у тебя, да, ты сказал? Да. Сколько человек работы наделены? Сколько человек имеют возможность работать? 5 тысяч, 4, 3, не больше, правильно? Эта картина не меняется уже 15 лет. Это нормально, когда люди проживают жизнь, нигде не проработав, не найдя работу. Очень много слухов, да? Я готов на все ваши вопросы ответить. Я хотел бы знать от очимчирцев, от граждан Абхазии, присутствующих здесь, какие у вас переживания в связи с тем, что сегодня рассматривается закон о правовом статусе апарт-отелей? Это же тема сегодня самая такая обсуждаемая. Задайте вопросы, я готов на них ответить. Скажите, пожалуйста, Руслан Георгиевич, сколько приблизительно допустимо процентов прибрежной территории под строительство апарт-отелей? Есть такая норма? Если программа будет принята в том виде, как предлагается, это всего 300 гектаров на всю Абхазию. 300 гектаров – это примерно столько, сколько была Кинская птицефабрика. 10 тысяч береговой линии, из них 300, 10 тысяч, 10% это будет 1000, 0,3% от береговой линии. Много? Это то, что изменит экономику страны. У нас есть мусоросвалки, Которые занимают больше которые территории. занимают больше территории, чем возможные проекты. Мусоросвалки очень опасны для страны, для людей. Например, в Гагре свалка, которая не имеет границ. Это вы правильно вопрос задали. Мы почему-то думали, что нам на эти вопросы мы отвечали, мы говорили, что это примерно 300 гектаров земли. Вся программа по всей Абхазии. Но это же не только прибрежная линия, это может быть и километр, и 1,5. Это разные места могут быть. Процесс надо запустить. Он носит лимитированный характер, ограниченный характер. Всегда в этот закон можно будет изменить, внести изменения, еще более его ужесточить. Брейто дарбен заалак гейпш. Апсвора хархар тахлзер апсва хунткара хархаро апсва хунткара да харе хазнагадзум. Я хочу так глаза аша шоо. Апсва хунткара хамазер сазихуни хамазроб армчка якшазроб ахарта дараматура хамазроб ахунткара амац зва. Уизиге хочу так глаза аша ахарджи тахуп анугара тахуп а экономика гвазароб аурус хунткар тхасхрауит. Яхин заилшо, аурус хунткар яхатагло зашу ему мариодзам и бзид за нефдрует айбиш рацот пхара акартва хунткар хазхацарат дазираздзам. Ой гуцвик бито хаздырдзом. Аурус хунткар псычхар уги хышами пыго хаздырдзом аха хаздырдзом хазис хубриоп. Мы можем предположить хачхаргвароб экономика харгвароб. Хазукогой хама хмилат хара хекугот убрямштах аурус хунткар хакугот. Владислав Губряку нихус. Хара хунткар хацар сазихун аджабаз ахтабхак рабсо милат ргет аурус хунткар исхра архама бабарт юмчик камква хунткар аразқо дейхот хойхон ихо язхот свааз амцзхо яха чакалы цвайракум аяша заху Владислав ихко дабхат военуп. А тогда зачем иррационально дары дук, а чем псахзет, а шартария азнханы ихоп, аурус хунткар имч хиархон хахецароб хунткара харгвароб аурус хунткар аурус и вайфлер и шокраго хазнироб я адзамуиза черпштве дуняече и хочу хунткара я хочу дуней а шартара хрмацо а союзник дамадзамко и хецо дарбен заалак геманак агузер а француз дива глоб диц хравает. Иштах баханет глоб. Уст ясою зума. А брезиги сарезисхо сара аурус хунткара сара схрара тахзамва вы соседи проблема курцбарт пеоп. Харахопат схрара стаху. Харахмилат хопат схрара стаху. Харахмилат гасар цазихо набри ахцароб.
А экономика штахроб, дочакала я отзаба механизм, их азали армцозе хавагранца, их башкусетвет, ай бишвел гейшти ахмауазик ацана, ай хами вусаму амуаз, а цитрус расвам хоз, а чай амлоза, экономика дум хоз, икадзам, яму зитаус, изамуи, а хамсана о, а мандарина но о, а чая но о, а турист да но о, а ватка цива да но о, ацха но о, насоп, а хамса маари гитна го. Аджекуре амлар ачаит на год, ачай амлар мандарин на год, убусоп шава, абризи герчератаху. И вдруг обракала, сколько единиц домовладений уже продано и давно. А сколько усадьба Кытаяцана за Ахтихей. Это не продажа Родины, а апарт-отели продажа Родины. А почти 6 тысяч единиц проданного жилья на территории Абхазии и подтвержденных передача, да, в пользование, но не распоряжение, нотариально заверенные. Это что? В том числе и по Ачамчирскому району. Я никого не упрекаю. Вахагюмханги Сашер Саздюрот, я остановлюсь. Ну где правда? Здесь или здесь? Где патриотизм? Араку. Где продажа Родины? Здесь или здесь? Или вообще эротезис уместен? Если исходить из существующих норм и правил, апарт-отели можно строить. И уже их строят. В городе Сухум есть примеры. И построили, и продали. Мы хотим, значит, этому процессу придать прозрачный характер и извлечь из этого для бюджета дополнительную прибыль. В городе Сухум напротив отеля «Леон» построен комплекс, как он там называется, акватория, да, и он уже продан. Но государство с этого ничего не получило. Мы предлагаем ввести специальный налог дополнительно в отношении владельцев апарт-отелей. Реализация данной программы обеспечит работой около 20 тысяч наших граждан. Из них до 8 тысяч – это работники в сфере сельского хозяйства, торговли, транспорта, культуры, потому что объектов культуры и так далее. Таков мультипликативный эффект развития туризма. Строительство такого, скажем, реализация такой программы увеличит потребность сельхозпродукции в 5 раз. Если мы сегодня производим сельхозпродукции, ну там примерно на 2 миллиарда рублей, в 2035 году, если эта программа будет реализована, нам потребуется на 11-12 миллиардов рублей сельхозпродукции. Это гарантированный сбыт. Мы можем поставлять соки и воды, овощи и фрукты, мед, кондитерские изделия. Это все может быть нашим. Вино, водка, это все может быть нашим. Мы можем поставлять рыбу, не то, что ловят на Черном море, и то, что ловят. И у нас сейчас в этой отрасли, подотрасли сельского хозяйства наметились определенные подвижки. Предприятие появилось в Гальском районе, на Кодор. У нас появилась товарная икра в Абхазии. Это все будет оставаться здесь. Люди будут заняты делом. При этом отсечь то, что не нужно. Да, механизмы такие заложены, без права приобретения гражданства. Количество прожитых дней фиксируется. У нас есть специальная служба, миграционная служба. Контроль за уплатой налогов. Рост, значит, потребления сельхозпродукции, значит, рост его производства. Значит, в селах будут оставаться люди, будут жить, потому что их продукция будет востребована. Определенную настороженность это вызывает, возможно, у ательеров, у тех, у кого есть отели. Они, наверное, боятся конкуренции. Но это на самом деле тоже неправильная история, потому что наша страна может принять, если Сочи принимает, который меньше нас в разы, 7 миллионов, а мы принимаем 400 тысяч всего тех, кто приезжают к нам на 6-5 дней. Там конкуренции не будет. Этот рынок тоже состоит из своих сегментов. Это 2 звезды, 3 звезды, 4 звезды, 5 звезд, выше. Поэтому на всех хватит, как говорится. И самая главная история, одна из самых главных историй. Вот мы долгие годы, а старшее поколение помнят, живем без аэропорта. Это удобно вообще, как вы полагаете? Государство не в состоянии, не имеет денег своих, значит, нужны инвесторы.
А инвестор считает, если он вложит деньги в аэропорт, когда он эти деньги окупит, за счет кого, если не будет туристического потока, если не будет пассажиропотока, кто ему эти деньги вернет? Это вещи взаимосвязанные. Поэтому я вчера говорил, и сегодня говорил, и говорю, принятие закона о правовом статусе апарт-отелей – это новая экономика завтра. Новая, современная, конкурентоспособная экономика, которая будет работать прежде всего и главным образом на обеспечение интересов народа Абхазии, на обеспечение интересов абхазского народа. На это все направлено, никак не на другие цели. С 1994 года с поправкой в 2-3% в Абхазии появилось на свет 48 520 человек. Умерло 40 163. Плюс 8 357. С 1994 года. Плюс между родившимися и умершими. Родившихся плюс 8 357. Переворачиваем страницу. Теперь то, что волнует обоснованно, да, вас всех харарайто хаззиге. Число родившихся и умерших абхазов. В разрезе национальности. Родилось абхазов 31 462 человека. 31 462. Умерло 12 833. Плюс 18 629 человек. Это в том числе и в адрес тех, кто посыпает голову пеплом, кто связывает демографию с апарт-отелями, с гостиницами, с экскурсиями, со многим другим. Так. Так вот, нам надо опасаться не апарт-отелей, а таких заболеваний, как ковид. Запомните, запишите, что сделал ковид. До ковида, значит, браки, которые были 19-20 год, в 2020 году появилось на свет 955 абхазов. 955, переходящий 19 на ковидный 20 год. В 2021 году число родившихся абхазов уменьшилось на 100. В 2022 году число умерших абхазов уменьшилось еще на 200. Вот чего надо опасаться. Вот где реальная угроза демографии. Вот где реальная угроза демографии. Подобного рода болезни и многое другое. Если будет плохая медицина, не будет начального выявления, автоаварии, 90 с лишним процентов погибших в автоавариях граждан за все эти годы абхазы. Вот чего надо опасаться. Чего надо опасаться. Вот тут должна быть реальная, серьезная полемика. Как сделать, чтобы число погибших абхазов в автоавариях, по болезням уменьшалось в разы. Эта полемика достойна поддержки и достойна уважения. Все остальное – это околоэкономические спекуляции, настоянные на масле, которое называется политика. Больше ни на что. Тезис такой: мы им не дадим это сделать. Мы придем к власти, мы сделаем это сами. Не только в плане апарт-отелей. Таких тезисов очень много. Аяшам хаклар стахупи хахоям амя. Адуней зиги зигит акумаха адуней курча хунткара куишапкулас хунткара квачара бзизмо амилат квачара бзизмо убрт пшига сигана убри юзами хаклару. Мы у себя дома, мы хозяева. Земля наша, она не продается, ею будет пользоваться на абхазских условиях. Но она должна нас кормить. Она должна нас кормить, земля. Земля не должна быть заброшенной. Земля должна быть ухоженная.
Лес должен быть похож на лес. Даже за лесом надо ухаживать. Лес у нас болеет. Пастбище как пастбище. Объекты туристические как объекты туристические. Инженерная инфраструктура. Все это надо восстанавливать. У нас шикарный потенциал. Он не раскрыт. На самом деле потенциал. Но он может остаться потенциалом нераскрытым. Его надо раскрыть и обернуть все это, весь потенциал, на пользу для наших граждан, чем мы и занимаемся вместе с вами. Благодарю за внимание.